Здравствуйте, дорогие участники школы Инсульта. Мы продолжаем наши занятия. Сегодняшнее занятие проведет психолог Мамытова Шолпан Долотбековна, которая расскажет, как создавать здоровый психологический климат и бороться с гневом и раздражением после инсульта. Пожалуйста, вы можете участвовать на нашей Zoom-конференции или просмотреть запись сегодняшнего занятия на YouTube-канале. Желаю вам полезного и приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые участники школы инсульта. Я Мамытова Шолпан Долотбековна, дипломированный психолог. Сегодня у нас 11-е занятие семинара. Тема нашего семинара – как справиться с гневом и раздражением после инсульта. Как справиться с гневом и раздражением после инсульта? Почему мы говорим именно о гневе и раздражении? Потому что это одна из самых непростых, самых сильных эмоций, которые вообще возникают у человека, независимо от его физического или неврологического состояния. Но сегодня мы говорим о гневе у людей, которые когда-то, не так давно, только что или несколько лет назад перенесли инсульт. Каким образом сказывается на их самочувствии, как он влияет на особенности их отношения с близкими людьми, как влияет на процесс реабилитации и на процессы восстановления после инсульта. После инсульта часто возникает так называемая эмоциональная лабильность, эмоциональная чувствительность, восприимчивость, обидчивость, ранимость, очень высокая уязвимость к самым разным раздражениям. Гнев – это чувство, которое выводит тебя из равновесия, переполняет тебя и провоцирует на различные необдуманные агрессивные действия. Гнев на самом деле нормальная и здоровая эмоция. Это защитная эмоция, направленная на то, чтобы прекратить несправедливость, прекратить неправильное, защитить себя или близких. Чаще всего это восприятие угрозы, обиды, убежденность, что нарушены важные правила, несправедливость и так далее. У нас есть градация вариантов гнева, то есть можем сказать, что шкала гнева. Да? Здесь вот на рисунке показано, да, как мы бываем. Да? Первое – это начало, да, досада, недовольство. Да, это мне что-то не нравится, но эта ситуация на меня никак не действует. Следующее – раздражение. То есть мне что-то не нравится, и эта ситуация меня раздражает. И следующее потом – возмущение. То есть я довольно сильно раздражен. Потом уже идет злость и гнев. Злость и либо гнев, да, мы называем. Злой человек испытывает сильное мышечное физическое напряжение, внутреннее напряжение и желание прекратить, уничтожить, ликвидировать причину, которая вызвала дискомфорт. И самая такая высокая, да, самая у нас, это ярость. Это высшее проявление гнева, когда человек практически теряет способность контролировать свое поведение. И в этом состоянии летят со стола все предметы, человеку хочется уничтожить раздражителя. Внешне он выглядит пугающе. Вот таким образом у нас выглядит шкала гнева. Следующее у нас обида. То есть умеренный гнев, растянутый во времени. Это и есть у нас как бы обида. Дисфория. Это такое затяжное, тоскливо-злобное настроение с мрачной раздражительностью, да? Чувством к неприязни к окружающим. То есть при дисфории часто возникает агрессия, вспышки ярости, да? Придирчивость, ворчливость, обидчивость. Причина агрессии после инсульта. Причинами могут быть это расположение очага, да? В зависимости от того, в каком месте будет расположен очаг кровоизлияния. Будет повреждена та или иная зона, отвечающая за контроль эмоций, торможение эмоций.
В этом случае человек будет испытывать сложности в прекращении негативных эмоций. Неврологические и двигательные нарушения, большая степень инвалидности, личная реакция пациента. То есть личная реакция, как реагирует на болезнь человек, да? Именно связанные с ограничением. Да? Там человек может самостоятельно не может там, передвигаться, да? На изменения в укладе жизни. То есть человек жил в другой жизни до инсульта, а после у человека поменялось все. И на гиперопеку или некорректное поведение родных. Неврологические особенности и агрессия. Вообще мы как говорим, что это как бы нормальная реакция. Да? Агрессия – это древний стереотип поведения, необходимый для защиты или нападения. У современных людей она регулируется за счет торможения лобными долями головного мозга. После инсульта лобные доли либо повреждаются, либо слабее работают. И тогда агрессия приобретает древние неуправляемые формы. Агрессия – это этап реагирования личности на тяжелые болезни. Да? Сначала у нас наступает шок. Шок проходит, потом идет отрицание. После отрицания у нас идет этап агрессии. Да? Агрессия – это новая волна негативных эмоций, защитная реакция психики, возможность разрядиться и выплеснуть негативные эмоции. Пациент может обвинить в произошедшем самого себя или окружающих, выплескивая свою агрессию на них. Провоцируют конфликты, скандалы. Да? Психологические причины агрессии – это невозможность самостоятельного выполнения привычных действий. То есть она не может самостоятельно передвигаться также, да? Не может самостоятельно, например, может кушать. Второе, следующее – истощение, утомляемость, усталость. То есть после инсульта у человека организм слабеет, и человек быстро устает. Пациент не чувствует, что окружающие его понимают или принимают его, таким, какой он сейчас. Да? Потребность в защите и поддержке и неумение об этом попросить. То есть человек, если раньше сам делал все, например, одевался, кушал, и после инсульта он вынужден попросить прощения, попросить помощи. Да? Люди, которые такие, в основном гордые, которые им иногда бывает сложно попросить помощи. И угроза самооценки и представления о себе. Человек не такой, как раньше. Да? Например, он раньше мог поднять какие-то тяжелые сумки или что-то сделать, а сейчас он этого не может. И это тоже влияет на самооценку. Как мы можем понять, что у нас есть раздражение? Нужно рассмотреть, например, простой опросник, который позволяет выявить гнев, ответить себе на вопросы. Вот сейчас я эти вопросы прочитаю, а вы попробуйте к себе прислушаться и оценить по шкале от 1 до 4 баллов. Если нет, то 1 балл. Если максимум, то идет 4 балла соответственно. Потом мы суммируем ваши ответы. Первое. Чувство, что все надоедает, вызывает раздражение. Если такого нет у вас, то 1 балл. Если есть, то по шкале определяете, да? Максимум 4 балла. Второе. Раздражение, досада или злость возникает в ситуациях, ранее не вызывающих эти реакции. То есть раньше, до инсульта, эти ситуации не вызывали у меня раздражение, злость, а сейчас у меня они вызывают это состояние. Да? Если такого нету, ставим 1. Если есть, то по шкале определяем, да, максимум 4 балла. Третий. Яркий свет, громкие звуки, громкий разговор мешают и вызывают раздражение.
Также, да, если нету, 1. Если есть, определяем по шкале, да, то есть если, ну, не так уж, 2, там, самое максимальное, 4. Четвертое. Раздражение, злость, смена настроения возникает по ничтожным поводам и становятся постоянными. Если такое есть, да, то определяем по шкале 2, 3, 4. Если нет, то ставим 1. Желание часто спорить, кричать, бросать вещи, ударить кого-то. Если есть такое, то определяем по шкале 2, 3, 4. Если нет, то ставим 1. Попробуйте суммировать ваши баллы. Ответы оцениваются от 1 до 4 баллов. Там мы уже поставили все баллы. В сумме 5, если у вас отсутствие повышенной раздражительности. И 20 – это максимальная раздражительность. Если больше 10 баллов, вам стоит поговорить с вашим неврологом или психотерапевтом. Совладение с гневом. Рекомендации для пациентов. Научиться распознавать в себе раздражение. Да, мы по шкале проходили, да, что сначала досада, потом раздражение, да, идет. И пока мы не дошли до гнева, мы распознаем, да, что у нас происходит, и распознаем вот это и будем работать с этим, да. Разрешить себе чувствовать, то есть вы имеете право на грусть. Если у вас там грусть из-за болезни или недовольство, что вам что-то не нравится, то есть вы имеете право на чувства. Разрешите себе чувствовать все это. Брать на себя ответственность, что вы ответственны за себя. Говорить словами, если что-то не нравится, нужно об этом говорить. И устраивать эмоциональную разрядку, дать выход эмоциям, да? И следующее – это оказывать себе скорую помощь, когда вы в гневе. Управление гневом. Работа с гневом. Оцените свой гнев по шкале от 1 до 10. Определите признаки гнева. Какие? Да, например, кто-то там могут грубо там отвечать, кто-то могут быть там лицо там покраснеть там, да. Определите причину гнева, то есть, возможно, что-то вам не нравится, да, там какой-то шум или там кто-то громко разговаривает. Определите свои действия для вариантов гнева, да, например, техники, упражнения разные. То есть об этом мы сейчас будем говорить. И изучите подходящий способ саморегуляции. То есть это аутогенная тренировка, медитация, дыхательные гимнастики. Насчет аутогенной тренировки мы на той занятии делали, можете тоже сделать. И переходим к упражнениям. Упражнение называется «Градусник гнева». Представьте свой гнев в виде шкалы от 1 до 10, да, градусник. Опишите 3 состояния. Определите стратегию поведения для каждого из них. Какое сейчас состояние, что сейчас нужно делать. Вот об этом будет в следующем видео. Следующее упражнение называется «Градусник гнева». Это такое самое интересное упражнение, к которому нужно готовиться заранее. То есть мы сделаем домашнюю заготовку. Когда вы сейчас в хорошем настроении, мы можем вспомнить, да, как мы, или представить, как мы злимся, сердимся. И описываем 3 состояния. Это может быть, да, раздражение, злость и ярость. Сначала начинаем на раздражении. Да? Раздражение даем по шкале, да, баллы. Например, я это делаю эту заготовку, да, я определяю там, это раздражение и даю уж по шкале там, 1 до 5. И как мы ведем себя в этом состоянии. Например, я хожу, поджав губы и отвечаю грубо. И даем название. То есть это может быть там сердитый Петя,
Это может быть раздраженный ежик, да? Названия может быть смешными, разными, то есть как вам удобно или как вы хотите, да? И второе состояние это злость, да? То есть по шкале идем, по шкале я могу дать от 5 до 7. В этот момент, в такое состояние, да, я могу швырять вещи, там разное, да, и так далее. И тоже даю название. Например, я могу дать злой Петя. И следующее это ярость, да, это когда мы даем ярость, это уже, да, предел, да, от 8 до 10 по шкале. И даем название. То есть, например, я могу дать такое название, что это гроза. Да? И так мы определили состояние, да, 3 состояния. И мы на вот эти 3 состояния заранее определяем стратегию поведения. Да? Например, раздраженный ежик. Да? Что мы можем сделать в этом состоянии? Да? То есть мы можем говорить то, что нам не нравится. Говорить, что вот этого мне не нравится, я хочу вот этого, да. То есть как бы это стратегия поведения, да. И второе, да, злость. Когда мы злимся, что я могу сделать? Сказать, да, окружающим или близким, да, что я сейчас сержусь и уйти в другую комнату и взять тайм-аут. Насчет тайм-аутов мы еще будем говорить, да. И третье это ярость, да, то есть я могу просто уйти от людей или выйти на улицу, или там, то есть вы можете придумать свои стратегии поведения. Дальше, например, это хорошо, если вы это делаете вместе с родными, с близкими, да. Я, например, нарисовала такой градусник, да, видел градусника свой, например, домашнюю заготовку. Вы тоже можете сделать в виде вот такого вот рисунка. Например, вот и то, что я вам рассказывала только что, вот, да, раздраженный ежик от 2 до 5. От 5 до 7 это злой Петя, да, и от 8 до 10 это гроза. Вы можете придумать уже потом стратегию поведения, да, написать сюда же, например, раздраженный ежик, написать стратегию поведения ваша, да, и стратегию поведения ваших близких. То есть, что они могут в это время сделать для вас. Злой Петя также, да, пишите свою стратегию поведения и пишите, например, стратегию поведения близких, родных. Гроза. Дальше, да, идет. Таким образом мы готовим, скажем, план или там, скажем, шпаргалку, да, в виде вот такого вот рисунка и как бы записи, да. Когда у нас мы можем, когда мы начинаем злиться или когда начинает нам что-то не нравиться там, или какие-то там раздражения, мы можем, например, как бы, да, посмотреть на этот рисунок, либо представить, да, что сейчас я в каком-то состоянии. То есть я сейчас раздраженный ежик. Да? То есть стратегия поведения, например, написали, да, что я буду говорить то, что мне не нравится, либо то, что я хочу, не они, да. Таким образом мы приготовили, да, шпаргалку, да, то есть мы легче будем уже ориентироваться, да, что делать, как быть. И наши родственники и близкие тоже будут ориентироваться, будут намного легче, да, работать именно с гневом. В принципе, можете тоже сделать такую же шпаргалку для себя и пользоваться. Надеюсь, это упражнение вам понравилось и будете пользоваться в будущем. Вот у меня то, что я вам нарисовала на видео, да, это как бы я вот сама делала
принципе, вы можете то же самое сделать. Следующий прием, относящийся к приемам тайм-аут, прием передышки, называется прием стакан воды. Про этот прием вы можете тоже посмотреть на видео. Вот сейчас следующее видео будет про прием стакан воды. Прием чтения в уме. Вот кому-то, например, это прием такое, что когда у вас наступает момент раздражения или момент гнева, когда вы злитесь, в этой упражнении, рекомендуется, что нравится, то надо читать в это время. Это может быть молитвы, это может быть суры из Корана, таблицу умножения, стихотворение. Можете даже петь. И следующее видео об этом – это отрывок из фильма «Управление гневом». Ну и что же это означает, Дэйв? Что? Ты проехал на красный свет. Ты хочешь, чтобы мы оба погибли? Ну просто я слегка волнуюсь, я уже опаздываю на работу. Волнуешься? Ох, черт! Что вы сделали? Тебе надо успокоиться. Мой босс разорется, если мы опоздаем. Так что... Мы поедем дальше, когда ты успокоишься. Я спокоен. Позади нас 10 тысяч машин. Поехали, псих! Что это? Что-то хорошее? Мы споем кое-что. Нет, я петь не хочу. Я хочу ехать. Я должен ехать. Ага, вот. Магическое, волшебное очарование берстайновской вестсайской истории. Ария Мария? Эй, проезжай! Совсем охренел? Заткни пасть, ясно? Мы делом заняты. Ну ладно, прости. Пам-пам-пам. 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 Как все мило. О, как мило. И самая мила и добра. И как жалко всех людей, кто хмурится с утра. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так любуйтесь, о, любуйтесь, на красотку любуйтесь скорей. Чего встал, кретин? Нет на свете веселей, нежней и добрей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что ты сдох? Кто такой красивый там в зеркале? Кто в зеркале? Или это чудится мне? И кто она? Славное лицо, чудные глаза, нежные черты. Нет, меня не жалеет. Да. Я ликую Ликуешь. и танцую, Ты танцуешь. как полная любви и огня. Паренек лучший в мире любит меня. Как помочь близкому человеку, который не может справиться со своим гневом? Не поддавайтесь панике. Ведите себя спокойно, говорите ровным голосом. Знайте признаки раздражения, гнева, например, что происходит, когда человек раздражен или злится, Установите причины агрессии, в том числе привычные, что мы знаем, что если, например, человеку не нравится, когда там громко разговаривает, то есть это мы уже знаем, как причины агрессии, Помните, что агрессивность близкого – это не неуважение, а страдание, проявление болезни.
и не наказываете. То есть слушаете и поймете человека, что он хочет. Возможно, ему что-то не нравится. Как предупредить агрессию? Спокойно и терпеливо относитесь к неловкости, медлительности близкого. Давайте время на обдумывание, объясняйте свои намерения. Даже элементарно что-то поменять в комнате, да, вы можете там объяснить и не ждать сразу, да, что да, я согласен, может, ему нужно время, чтобы это обдумать. Дайте ему время. Не критикуйте, да, то, например, ты это сделал не то, ты этого не делаешь, да, как бы человек и так, да, вот у этого человека самооценки и так на таком уровне, что критика еще больше повлияет. Замечайте первые признаки гнева и успокаивайте, отвлекайте. То есть также, да, что человек уже начинает злиться, да, и вы можете просто как бы, да, отвлекать, там, почитать что-то или там показать, или там, тему поменять, да. И знаете красные кнопки и помните о последней капле, да. Красные кнопки, то, что мы говорили, да, что вот громкий звук ему не нравится. Вот это красная кнопка, да. И последняя капля. То есть человек может молчать, а потом уже последняя капля, да, у нас там взорваться может, да, так. И поэтому не довести до последней капли, нужно установить причину и уже работать с причиной. На этом я завершаю свою лекцию. Желаю вам хорошего настроения. Спасибо. Спасибо за внимание.